Спасали жизни и делились опытом. Почти месяц врачам Кыргызстана помогали российские военные медики. Вылечили более 400 военнослужащих и членов их семей. В итоге помогли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Сегодня врачей провожали на родину как героев. Антон Чпегин увидел. Военных врачей провожают не по-военному сухо, а с музыкой, словами, благодарностями и медалями. Начальник Генштаба Кыргызстана пожал руку каждому и пожелал здоровья. Медицинского отряда военно-клинического госпиталя. В результате совместной работы медики Вооруженных сил Кыргызской Республики получили огромный, большой опыт в лечении коронавирусной инфекции и в небольшой пневмонии. Первая группа военных медиков из России прибыла месяц назад. Тогда в Кыргызстане была самая сложная эпидемиологическая ситуация. Вспышка коронавируса началась в столице. Его ежедневно выявляли у сотен жителей. Анестезиологи, терапевты, пульмонологи работали в военных госпиталях Бишкека и Оша. Несли круглосуточное дежурство в отделениях реанимации. Спасибо кыргызской стороне за организацию данного мероприятия. Анестезист Наталья Островская в Кыргызстане никогда не была. Увидеть достопримечательности в этот раз не удалось. Зато понравились горные пейзажи и солнце. После сложной смены и тяжелых пациентов отдохнуть помогала природа. Это работа с новыми людьми, это нестандартная для нас ситуация. Для меня конкретно нестандартная ситуация. Приехать в другую страну, оказывать помощь, это... Я очень много для себя подчеркнула. Киргизские врачи достаточно опытные специалисты. Наша команда, когда приехала сюда, дала некоторые определенные корректировки, то есть улучшила работу. В целом оцениваем положительно работу киргизских наших военных медиков. На прошлой неделе с российскими специалистами встретился и президент Кыргызстана Сооронбай Джейнбеков. Глава государства поблагодарил врачей и пригласил их посетить Кыргызстан снова, но уже в качестве туристов. Антон Чпегин, Мирлан Макаев, Мир 24.